Здравствуйте, с вами Баты. В прошлый раз Давид рассказывал о становлении акынской поэзии и Токтагуле. Мы продолжим начатое, и сегодня вас ждет разговор о четырех великих акынах, представителях плеяды великого Токтагула: Барпы Алыкулове, Дженидёке, Туголоке Молдо и Калыке Акиеве. Одним из ярких представителей Великой Плеяды это Барпы Алыкулов, живший с 1884 по 1949 года, уроженец юга Кыргызстана, Сузакского района, лирик и философ, певец любви и красоты жизни. Так же, как и Токтагул, в юности претерпел много невзгод, а именно бедность, подневольный труд, даже ослеп. Поэтому с первых же дней советской власти он не только пропагандировал ее идеи и цели, но и сам принимал самое живое участие в практическом претворении идей и задумок этой власти. Как пишет Джигитов, знаток кыргызской литературы 20-30-х годов, Акын активно включился в общественную деятельность, работал председателем местного отделения Союза Кошчу и заместителем председателя сельсовета. Народный певец не только лично принимал деятельное участие в проведении земельно-водной реформы, ликвидации басмаческих банд, раскулачивании угнетателей и притеснителей трудового народа, но и собственным акынским творчеством способствовал распространению актуальных политических призывов и лозунгов партии среди темных крестьянских масс, восхвалял все то реальное и обнадеживающее, с другой стороны, бичевал быт и нравы дореволюционных времен, подрывал авторитеты местных баев и мул, клеймил тех, кто выступал против нового жизнеустройства. «Бедняки вы были голы, баи землею вашей владел, скоро у вас будут волы и большой земельный надел. Люди, слушайте меня, не имевшие ничего, скоро сядете на коня, на тулпара своего». Наибольшую ценность представляет любовная лирика Барпы и натуро-философские воззрения. В этих идейно-тематических направлениях он был поистине непревзойденным акыном. «Как гора, что уходит ввысь, гордо ты встаешь, Мырзаим. Там, где 6 арыков сплелись, воду ты берешь, Мырзаим. Берег озера высок, там весь день сегодня пальба. То охотники бьют сорок, мне охотится не судьба. Я вздыхателем стал твоим, я люблю тебя, Мырзаим. Ты царица утиных стай, как тебя назвать, Мырзаим? Птица сказочная слетай и на руку сядь, Мырзаим». Одним из самых знаменитых является стихотворение Барпы Алыкулова «Мөлмөлüm» в исполнении Малика Аликеева. Композитором является Токтосун Тыныбеков. Давайте послушаем эту песню. Чыныға құйған бал болсаң, чымындай ағам алынсам, шығалбай жатып ошондоң ачын өзіңе бағынсам, шығарып қойсаң бұны ұрып, чырағың болып жағылсам, ал торолы мойныңа ақ маржан болып тағылсам. Бетиме түссе жамалың, ашқылық отқа жанамын, буркер болсаң қолды бала, боздап жүрген баламын, алқымыңа жарашқан алтын имек сағағың, ай тигенсіп көріне тақ бермет таққан тамағың, бозуланды ақшатқан, болор болбос баш баққан, сенің бедені тұмшық маммағың. Айда мал бербей, айрыр көштін нар бербей, сүріп мал бербей, сүйрер көштін нар бербей, башымды берсем тартуған алар белең бөлмелім, ашқылыққа бір даба табар белең бөлмелім. В своей философской лирике Барпы размышляет о мире, который ему видится сферически бесконечным, где неким венцом и жизнетворящим источником, как бы верхним куполом мироздания, является Солнце, Луна и весь звездный мир, земная твердыня, растения, воды и реки. Это все реальные знаки и координаты его художественного пространства, этой поэтической вселенной Акына. Фатально неизбежная конечность отдельной человеческой жизни, непрерывность людского потока, как и нескончаемость сферически бесконечного мира, ему напоминают течение полноводной реки. Поэтому, считает Акын, надо наслаждаться жизнью, пока еще молод, пока еще бьет ключом человеческая жизнь. Но при этом он зовет к осмысленности бытия, к праведному и честному труду и к справедливости. Поэтому человек-труженик, человек-пахарь, земледелец – это предметы его восхищения и уважения, и должно научить молодых, как он считает, земледелию,
культу домашних животных и почитанию родителей. Один из магикан акынской поэзии, живший на рубеже 19-20 веков, оставивший уникальное поэтическое наследие, это Дженидёк или Дженидёк Ото Көкө Улу. Из его обширного литературного наследия сохранилась лишь часть. Это его знаменитая поэма «Размышления о Кансу», то есть «Текущая вода», а также его сонат «Замана», то есть «Эпоха». О его личной жизни известно немного. Будучи уроженцем Таласа, он потом перебрался в Аксы, что на юге Кыргызстана. Акынский импровизаторский талант обнаружился у него достаточно рано, и прославился он тоже относительно рано, победив на поэтических состязаниях ряд именитых акынов своего времени, особенно Эсенамана, о творчестве которого нам практически ничего не известно. Дженидёк, судя по данным его биографии, был мастером айтыша, акынского поединка, умел выходить из трудной ситуации благодаря своей находчивости и остроумию, иногда и беспощадному сарказму. Сохранились сведения о его знаменитом поединке с акыном-письменником Нурмолдо, где очевидно было импровизаторское превосходство Дженидёка над выдающимся письменником конца XIX века, причем спор касался в основном религии, основ мусульманства. Дженидёк был замечательным акыном, воспевшим любовь, которую символизировала его возлюбленная Коксулу, небесная красавица. Эта часть его акынского наследия является одной из лучших страниц любовной поэзии. Вершина акынского творчества Дженидёка – это его «Текущая вода», где акын размышляет о значении воды для жизни человека, называя ее животворной и воспевает ее удивительные свойства. Причем во всем ясно видно, что акын представляет земледельческие регионы Кыргызстана, где без воды и дня не проживешь. Животворная текущая вода, благо жизни всем несущая вода, реки всюду создающая вода, в арыках вездесущая вода. Вниз потоком устремляется вода, на равнине усмиряется вода. Животворная текущая вода, не прожить вода и дня без тебя. Даже те, кто не хранил тебя, вода, кто надменно не ценил тебя, вода, побегут везде искать тебя тогда, в край далекий поневоле побегут. Все, что есть, за эту воду отдадут. Дженидёк тоже чрезвычайно гордился тем, что его знал великий Токтогул, который дал весьма лестную оценку его мастерству, назвав его непревзойденным мастером айтыша. Согласно легенде, последними словами Дженидёка были слова «Токтогул меня знал». Важнейший народный акын Тоголок Молдо или Байымбет Абдырахманов, современник Токтогула Сатылганова, начинал свой творческий путь несколько иначе. Тоголок Молдо родился в 1860 году в Нарынской долине в селении Куртка, нынешний Акталинский район. Родители акына были дихканами, земледельцами-бедняками. Байымбет с малых лет жил и воспитывался у двоюродного деда, акына Музоке, который очень скоро понял, что у мальчика незаурядное поэтическое дарование. Куда бы старик ни ехал, он всюду брал с собой маленького Байымбета и радовался меткости суждений любимого внука. Когда Байымбету исполнилось 7, Музоке отдал его в религиозную школу. Пробыв в ней около 5 лет, Байымбет научился грамоте. Музоке заботился о том, чтобы передать юному внуку свои знания и опыт. Благодаря Музоке мальчик выучил огромное количество пословиц, сказок, песен. Старый акын рассказывал мальчику и о прошлом кыргызского народа. Когда умер Музоке, Байымбету шел 18-й год. Он нанялся в батраки Манапу Сооронбаю, который взвалил на юношу бесчисленное множество дел. Но Байымбету хотелось учиться, а платить за учение было нечем. Тогда он стал работать на муллу Майчи с условием, что тот будет учить его. Ссора с муллой заставила Байымбета некоторое время батрачить на русских и дуганских кулаков. Задавшись целью освоить русский язык, Байымбет стал заниматься им самостоятельно. Благодаря прилежности он добился некоторых успехов в этом нелегком деле. Живя в городе, Байымбет также освоил ремесло лекаря. В те времена во многих отдаленных районах Кыргызстана темный народ обманывали служители религии. Люди впервые благодаря Байымбету осознали пользу медицинской науки. Проработав 4 года лекарем, Байымбет начал учительствовать. Между тем, его стихи и песни
приобрели довольно широкую известность, но при этом это были лишь песни о любви и кошоке. Баймбет обладал могучим дарованием, но быстро и в полную силу развить и у него это не получилось. Этому мешали тяжелые обстоятельства в жизни, и прежде всего это была нужда, в путах которой Акын бился долгие годы. Баймбет побывал в Аше и Джалабаде, где встречался с народными певцами. В 1889 году он впервые услышал имя Токтагула. В 1890 году уже поехал к нему в гости в Катмен-Тюбе. 3 месяца гостил Баймбет у Токтагула, а связь двух певцов продолжалась вплоть до смерти великого Акына в 1933 году. Встреча с Токтагулом оказала большое влияние на поэзию Баймбета. Он начал создавать произведения, выражающие мысли, чаяния и надежды трудящихся. На поэзию Тогулока Молдо повлияли татарская и казахская литературы, которые он хорошо знал. Тогулок Молдо уважал и ценил народных акынов, учился у них поэтическому мастерству, объездил всю киргизскую землю, повстречал многих певцов-импровизаторов. Слагать стихи и записывать их Тогулок Молдо начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали соки двух могучих источников – кыргызского фольклора и передовой, прогрессивной, дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это все в своем творчестве, Тогулок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии. Дореволюционное творчество Тогулока Молдо характеризуется реалистическим отражением тяжелого рабского положения простого народа, выражением его надежд и чаяний, а также призывает к стремлению осуществлять свои мечты. Taştasan bulağı çuybay üstündeki kurundu Takımından öy kötbey çeçip sal jargakşımındı Başındağı saksaygan kırk deşikteri tebetey Kıyrat kansıp kazalçın жазганың mana semetey Ey sırtыңды salbay men jaka kel deysin bir jaka Jakşılar menen jadıra bir olturup görçü tör jaka Мактанаар кандай жөнүң бар? Жыргаган кайсы төрүң бар? Айдакка көнгөн арсызым, ал күчү жок байкушу. Кошомат кылып күнү түн жегениң эт го бүрүсүң. Капастагы чымчыксың. Кантип жашап жүрүсүң? Уу жуткан менен барабар улук саатсыз күлүшүң. Оозумда эркин кебим бар. Томаяк кедей болсом да, ак бейил адал элим бар. Ата журттун нукура байлыгы өз эли. В юношеские годы Акын создал ряд произведений о любви. В стихотворениях «Черноглазая», «Толганай», посвящение девушке Джигиту, он призывает киргизских девушек не соглашаться безропотно со своей бесправной долей, а бороться против негативных сторон патриархальных традиций, отстаивать свое право на любовь и свое социальное положение.
Особое место в творчестве Тоголока Молдо занимают плач и причитания Кошоки и плач и жалобы Арманы. Примером таких произведений являются плач причитания жены Дехканина, плач причитания жены кузнеца, плач и жалобе девушки, выданной замуж за мальчика, плач и жалобе девушки, выданной за старца, в плаче девушки, отданной в рабство за долги. Акын негодует по поводу коварного, бесправного положения девушки киргизки и яростно обличает старые патриархальные порядки. В Кошоке жены Дехканина Акын с большой реалистической силой раскрывает облик честной и благородной, но униженной и бесправной бедноты. В урожай на таку на своем одарял ты душистым зерном тех, кто в гости к тебе приходил, всех ты встречал, мой щедрый, добром. Не за то ли тебя полюбил весь народ, что ты ярость и пыл отдал с детства любимой пшеницы, и в нее свою душу вложил? Тихо жил, никому не грубя, ты трудился, работу любя, и коса словно солнце блестела, и вставали стога вкруг тебя. Ты убит, муж мой, радость моя, пусть убийца рыдает, как я, и все дети его пусть заплачут, утешения нет для меня. Ты Датха его подло убил, лучше б ты меня жизни лишил. Что мне делать, как горе изжить, вдовье слезы осталось мне лить, в кровь кусать свои губы от горя, не забыть его, не заглушить. Им создан ряд произведений на фольклорные сюжеты «Старик со старухой», «Бабыркан», «Телебай Тентек» и другие, в которых он разоблачает господствующие классы, держащие в страшной темноте народ, и призывает его к просвещению. В сатирических стихах и поэмах «Проделки Хаджи», «Овца в чалме», «Плач Чачи», «Недотепа» он обличает представителей господствующего класса в тунеядстве, в алчности и тупости, а в поэме «Сказания о водных и наземных птицах» и «Сказания о птицах» он в аллегорической форме изображает социальные противоречия того общества. Тоголок Молдо является основателем жанра басни в киргизской литературе. Приходом советской власти на киргизскую землю свобода, обретенная его народом, вдохновила Акына на создание множества стихотворений, которые в рукописном виде были распространены среди народа. Это поэмы «Революция», «Свобода», «Наставление беднякам» и другие. В годы Великой Отечественной войны его песни «Мы готовы» и «Мы победим» призывали советский народ на борьбу с врагом. Знаток киргизского фольклора Тоголок Молдо был известен как и исполнитель эпоса «Манас», впоследствии записал вторую часть трилогии «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл Мырза» и «Мендерман». Он собрал большое количество преданий, легенд, пословиц, поговорок. Произведения Тоголока Молдо стали издаваться с 1925 года. Первым изданием была поэма «Насыят. Наставление», вышедшая в Москве в 1925 году. Еще два прижизненных издания Акына были выпущены в 1939 году. Все его произведения изданы и переиздаются на родном и русском языках, а многие из них переведены на языки народов СССР. Произведения Тоголока Молдо разнообразны, но к какому бы жанру он ни обращался, он всегда призывал народ к борьбе с темнотой и невежеством. Калык Акиев начинал свое творчество как акын-импровизатор и коммузист, сочинял на молодежных сборах лирические стихотворения, куйгены и сикетбаи. Родился в 1883 году в местности Караой в семье кузнеца-бедняка. Отец Калыка был мастером, охотником, однако всю жизнь прожил в бедности. Из-за манапов Калык переселился в Кедмен-Тюбинскую долину, в местность Чатхарагай. Там он 7 лет прожил с семьей, занимаясь столярничеством и охотой. С 14 лет Калык работал у баев, помогая отцу. В это же время он разучивал песни от Токтагула и Эшмамбета и к 18 годам был известен как Акын. Когда Калыку исполнилось 20 лет, он начал выступать уже самостоятельно. Вспоминая свою работу у манапов, Калык рассказывал: «Когда я запел веселую песню, манап Турогельди закричал: „Не пой, а глотай слезы“. И он заставил меня подражать плачу вдовы, а для того, чтобы слезы были настоящими, он избил меня.
Когда я бывал голоден, манапы для своей потехи заставляли глотать, не разжевывая, баурсак, куски печеного теста. Баурсак раздирал горло, но каждый хочет есть. По этому случаю Акиев сложил песню «Слезы». По его словам, после баурсака его голос, который звучал тонко, как сурнай, стал грубеть и приобрел хрипоту. Когда Калык получил свою первую зарплату на чапан, он столкнулся с манапом, который начал его оскорблять: «Ты певец-собака, а нарядился как манапский сын», поэтому он сжег его чапан. Оставшись в лохмотьях, Калык решается на побег в горы. Калыку, перешедшему перевал Кабак на коне и с подаренным соколом, по пути попался манап Худайберген. Он забрал у Калыка сокола, оторвал птице шею, растоптал комус, отобрал коня и оставил только седло. Такая жизнь повлияла на дальнейшее творчество Акына. Тема нищеты и социальной несправедливости проявляется в песнях «Жизнь, прожитая в трущобах» и «В доме, чьи была». В родовой борьбе один из манапов заставил Калыка сочинить песню против своего соперника Байгазы. Однако в этой борьбе последний победил. После этого манап-победитель, подкупив царского судью, добился у него вынесения приговора Калыку в виде 3 лет тюрьмы. Тогда Акиев бежал из Аила. В скитаниях он встретил вернувшегося из сибирской каторги Токтагула Сатылганова и выучился у него мастерству импровизации. С ним он объездил Кетмен-Тюбинскую, Андижанскую, Таласскую, Чуйскую долину. Они также вместе участвовали в Айтышах, о чем Калык рассказывал в записанных фольклористами стихотворениях в форме диалога. Акиев, как и Токтагул, пел о тяжелой жизни бедняков. Когда Токтагула арестовали и посадили на Манганскую тюрьму, Калык и другие его ученики ездили по Аилам и собирали средства для его освобождения. Акиев хранил в своей памяти многие произведения своего учителя, в том числе целый ряд его песен и достанов. Октябрьская революция была воспринята Акыном положительно. Он слагал песни, в которых славил революцию, разъезжал по Аилам, исполняя свои произведения перед публикой. Осенью 1931 года Наркомпрос обратился во все местные отделы народного образования с предложением выявить лучших певцов, музыкантов и монашчи, чтобы направить их в Национальный театр Кыргызстана. После обращения Калык Акиев вошел в состав коллектива театра. В 1932 году начал совмещать службу в театре с работой на радио. Там он занимался отбором исполнителей для эфира, составлял концертные программы и привлекал к совместной работе музыкальные коллективы и отдельных музыкантов. В 1936 году он перешел в Кыргыз-Госфилармонию, где выступал коммузистом в театральном оркестре под руководством советского композитора и дирижера Шубина, тем самым став одним из первых оркестрантов в республике. Под наставничеством Шубина Калык Акиев изучал нотную грамоту, сольфеджио, теорию музыки и знакомился с классической музыкой. В том же 1936 году он отправился на Всесоюзную олимпиаду народного музыкального творчества и в 1939 году стал участником первой декады киргизского искусства в Москве. В 1938 году был принят в Союз советских писателей, спустя год получил звание народного артиста Киргизской ССР. В предвоенные годы Калык приостановил артистическую деятельность из-за болезни горла. Он уехал в Жунгальский район, где начал писать автобиографический очерк, изданный уже после смерти Акына. В годы Великой Отечественной войны работал в радиокомитете Киргизской ССР. Скончался 3 ноября 1953 года. Калык Акиев изучил арабское письмо, затем латинский алфавит. По его словам, он впервые взял перо в 45 лет и самостоятельно записал все свои стихи. В 1930-е годы были изданы 3 его поэтических сборника. С 1936 года стихотворения и песни Акиева начали появляться на страницах республиканской печати. В этом же году Киргизское государственное издательство издало первый сборник «Стихотворения Калыка». В 1937 году вышел второй сборник произведений Акына. В мае того же года в газете «Советская Киргизия» было опубликовано его стихотворение «Письмо братьям», обращенное к народу Испании. В 1938 году был издан напетый им эпос «Курманбек». Со слов Калыка Акиева были записаны и изданы народная сказка «Голодный волк», эпические поэмы «Курманбек» и «Джаныш-Баиш». В 1939 году, после участия в первой декаде киргизского искусства, он написал 2 песни. Песня о Москве и «Поразительный город Москва». В 1940 году вышли в свет книги Акына «Бессмертный герой» и стихи и поэмы.
Во время Великой Отечественной войны Калык написал песни герою Панфилову и «Великая Победа». В конце 1930-х годов Калык Акиев и Салымкулом Усимбаевым начали собирать произведения анонимных певцов прошлого и записали около 50 тысяч стихотворных строк. Результатом проведенной работы стали изданные былины Сарынжи, Курманбек, Джаныш Баиш, Ходжоджаш, Олджубай, Кишимджан, а также поэма Токтогула Сатылганова «Кедейхан». Калыком также были сделаны записи поэм «Карагул Бутом», «Карач Дö», «Ак Мөр», «Өмүр Жана Болот». До современников же дошла единственная лирическая песня Калыка «Акишим», записанная в исполнении Эстебеса Турсуналиева. В годы Великой Отечественной войны Акиев своими песнями вдохновлял киргизский народ на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами, призывал к труду и поддерживал. В послевоенное время Калык Акиев слагал много песен, прославлявших труд и советский Кыргызстан. После смерти Токтагула Акиев много творческих сил отдал сбору поэтического наследия своего учителя, стал продолжателем его творческих традиций. Как отметили исследователи, творчество Калыка Акиева и других последователей Токтагула стало частью киргизской советской литературы и внесло вклад в киргизскую поэзию. В настоящее время акынами называют тех писателей и поэтов, а также народных певцов, участвующих в айтышах и выступлениях в сопровождении куммуза на различных мероприятиях. Тем самым и поныне продолжает жить устное профессиональное искусство акынов. С обретением независимости киргизский народ стал возрождать традицию айтыша, обращаясь к своим бесценным духовным истокам. Систематически проводятся состязания айтыша среди акынов, импровизаторов и среди сказителей эпических произведений. В таких турнирах принимают участие многие талантливые представители тюркоязычных народов Центральной Азии. Надеюсь, эта информация оказалась полезной и интересной. Спасибо за просмотр. До свидания.